Значит, разобрались мы с вами с сюжетом. Это, конечно, все очень абстрактно. Давайте мы это напишем сюжет. Здесь что важно? Как всегда мы с вами говорим на каждой лекции, на каждом занятии, постепенность и четкость важнее красоты и изобретательности. Потому что красота, она в хорошую структуру сама ложится. А в плохую не ложится. Она постоянно требует каких-то жертв, условностей и всего остального. Давайте попробуем все сейчас, объективно глядя, пройтись по сюжету, коротенько его пересказать. Так, наша история рассказывает про девушку из удмуртского села, которая живет в большом городе очень несчастно, которой приходит сообщение от отца, что он прощает ее за гибель брата. Гибель, исчезновение, пока не знаю, неважно. Она возвращается домой и узнает, что отец умер. И у нее появляется сомнение, мог ли он отправить это сообщение или нет. Но она верит в то, что он мог его отправить. Поэтому она пытается общаться с ним. Параллельно этот дух этого отца начинает с ней контакт. Параллельно с этим начинается страшное убийство. Деревенские, недовольные страшными убийствами, заставляют замолчать дух отца. Но героиня проводит какой-то ритуал, который этого отца возвращает. Или дает ему, открывает ему дверь, чтобы вернуться. Да? Давайте напишем, что проводит обряд, который открывает дверь отца к возвращению. Он возвращается, но возвращается злым и пытается убить ее семью. Тогда она, значит, ну, естественно, мне кажется, я просто этого не обозначил, давайте я напишу, чтобы было понятно, что я это имею в виду, что, естественно, самый сильный аргумент духа отца, он то, что Полысмурту предназначалась она, а не ее безымянный братик, да? Безымянный это по Татьяне, это не я придумал. И нужно, и чтобы семья выжила, она должна предать себя вот этому духу леса, да? Соответственно, он возвращается злой, требует ее пожертвовать собой, она жертвует собой, но побеждает антагониста. Оказывается, да, тут я тоже надо написать, потому что я себе это написал, а вам не показал. Оказывается, что отец из второго акта и убийца из первого акта — это антагонист. И он же придумал эту историю замолчать дух отца. И еще хорошо бы, чтобы героиня узнала, что отец действительно ее простил. И в этом ее и сила. С другой стороны, есть и обратная сторона. И это тоже очень драматично, если она узнает, что отец ее не простил. И она понимает, что сила именно в том, чтобы простить себя сама. И это дает ей силу. Тут это уже к битшиту вопрос, потому что по сюжету это не очень важно. Но это хороший вопрос, и мне очень нравится эта история. Она похожа на многие современные фильмы по типу «Дюнкерк», где героем становится персонаж, который, ну, мягко говоря, нифига не герой. Но я не уверен, что это в удмуртской традиции. Мне кажется, что, конечно, отец ее простил перед смертью. Я думаю, что он и винил-то не ее, а себя, просто эмоций не показывал.
Это же слабость. Винил, что не смог его вернуть. И здесь мы продолжим, договорим еще момент, который хочется отметить. Это то, что здесь есть... Тихо, сейчас. Я тут себе написал такую красивую штуку. Я не знаю, это, наверное, полная фигня. Но я написал вот такую вот историю. Чтобы себе просто в голове держать. Это не для сценария. Так, где-то хрень. Вот. Это так и для себя. Верхний мир, любящий отец, чей дух возвращается на землю, что должен прожить дочери, который не шел без языка, пока был жив. Это осугубление первого акта. Дух отца. Есть средний мир, дочь, которая общается с отцом, но уже умер. Тут, ну, это наш мир, это где происходят все эти ужасы, где столкновение с другими мирами приравнивается к ужасу. Есть нижний мир, где живет вот этот Полысмурт, который убивает людей после смерти Туно, который его сдерживал, да, Сереж? Представляет дело так, что это убивает дух Туно, но он же злой дух. Это и есть антагонист. Это самый Полысмурт, наш зэк, который там шаман хочет стать, хочет всеми рулить. Значит, я настаиваю на том, что получеловека не показывать. Пока что. Пока что я не понимаю, как это показать, и это будет смешно, по-моему. Поэтому я считаю, что мы не увидим Полысмурта как получеловека, мы увидим только вот этого антагониста. Но это пока еще можем, это еще не скоро мы к этому придем, это еще через 3 недели. Значит, сейчас, вот то, что мы проговорили, это все, мне кажется, что здесь все логично. Ну, то есть есть хитрый антагонист, который притворялся отцом в убийствах, потом его же, этого отца, заставил замолчать из верхнего мира, да, ну не из верхнего, ладно, окей. В общем, хорошего папу заставил замолчать, притворился папой, чтобы достать героиню, в итоге проиграл. Ну и героиня победила. Почему? Потому что она любила отца, любила семью, потому что она жертвовала собой, и потому что нашла в себе силы подчинить себе эти мистические тайны. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, вопрос, о котором мы спорили всю последнюю неделю, и с Димой, и с Сережей, это о том, чем все закончится. Как бы варианты какие? Она уедет из деревни в город, она останется в деревне. Еще мне вариант понравился, что она то уедет, то возвращается. Ну, типа, финальная сцена, да? Но опять же, она может только либо уехать, либо вернуться. Значит, я не буду высказывать свое мнение по этому поводу. Сейчас, из того, что я вижу сейчас, выглядит так, что она уедет в город, просто будет с деревни держать контакты. Останется в деревне с знахаркой, да? О, это серьезно. Ну, то есть, я пока не вижу этого финала. То есть для меня резолюция это то, что она победила антагониста с помощью сил природы. Для меня это резолюция. И мне совершенно не важно, останется она в городе или нет. Я думаю, что мы можем, например, потом за это проголосовать. Но если вы хотите делать это у себя, и это вам нужно, то я бы рекомендовал такой приемчик сценарный, который пользуются, в общем, все американцы и все грамотные русские. Берете последнюю сцену, спрашиваете, это хорошо? Например, давайте такой, да блин, у меня новый комп, я с клавой не разбираюсь. Это хорошо? Например, она победила антагониста и гордая вышла из леса. Сильная, уверенная, да? Тогда в резолюции пишем плохо. Это хорошо, да? Это хорошо. В резолюции переворачиваем. Она приходит домой. Ее дрочит брат. Деревенские просят
уехать и т.д. Не надо жестить здесь, потому что это уже все. Тут нельзя, как бы, это уже по правилам драматургии, если вы уже задрали высокую планку, просто уже опускаете. То есть, да, уже потом, допустим, приходит домой, а брат ей говорит, собирай, ну, допустим, я бы сделал так, резолюцию, что брат говорит, там, на стол собери, вот она стоит у плиты, да, у плиты, готовит и смотрит там, и там пельмешки, да. А сама только что замочила, блин, дракона. А сама только... И это круто. По-моему, в Шреке что-то подобное там в конце есть. Второй вариант. Все плохо. Побитая, вся в крови, смерть кругом, да. Отец больше не вернется. Тогда в резолюции все хорошо. Приходит домой, а там брат празднует, да, мать любит и т.д. Понятно, да? Я бы вам так советовал сделать. То есть, по крайней мере, скорее всего, я сделаю так, когда буду писать резолюцию. Но, в принципе, мне нравится вот это очень. Приходит торжествующая девушка, а дома-то она просто, да, видите, то есть она, давайте я расшифрую, она-то, то есть она победитель. Сильная, уверенная, настоящая Туна, ну если есть такие женщины, неважно, могущественная ведьма. А для родных и для деревни она просто девочка. И это красиво. То есть, по-моему, это в первую очередь хорошо, потому что это красиво. И тогда мы понимаем, то есть, видите, нам не нужна сцена с отъездом, потому что мы и так понимаем, что она не останется в деревне. Она слишком сильная для этого. Ей придется отступить назад, чтобы остаться в деревне. А для родных она просто девочка. Но мы же понимаем, что это же просто девочка, это же и есть настоящая любовь. То есть это и победа тоже. И это то, зачем она гонялась. Она же гонялась не чтобы феминисткой стать, а чтобы вернуть семью. И она вернула семью. И она вернула семью. Но для зрителя мы оставляем легкое послевкусие, да? Ну что семья, это тоже не супер круто. Это тоже трудно. Ну вот как у Льва в его замечательном фильме, где... я не заскринил. Или заскринил, сейчас найду. Нет, не заскринил, извините. Вот да, вот где они изгнали злых духов, они с мамой сидят у плиты. Это тяжелая жизнь в деревне. И там и голодно бывает. И некогда там права-то качать, нужно работать. Да? Но там и настоящая любовь, да, как вот фильм «Я не заскринил», где, ну что вот это и есть счастье, когда каравай хлеба, но счастье это когда каравай хлеба, квас, да, на домотканной скатерти. То есть она это и выиграла. Она победила, она нашла это. Но это же уже не она, это уже не ее жизнь. И потому что не только потому, что она городская, потому что она намного более могущественная. Поэтому я бы закончил так. Я бы вообще не стал делать эту сцену, что она отъезжает. Ну, типа, я не очень понимаю, зачем она нужна. Я бы сделал сцену, что она возвращается чемпионом с головой дракона.
И потом варит брату пельмени, потому что она младшая сестра. А, Возвращается и варит, ну, условные пельмени, да, брату пельмени, как младшая. Ну и тут можно немножко жути нагнать, потому что, условно говоря, здесь можно добавить, что ну, она варить то варит, но мы чувствуем силу и могущество. И это важно, то есть это нужно сделать будет обязательно. Если делать эту сцену, то обязательно нужно подчеркнуть, что голова дракона в руках, да? Подчеркнуть, что голова дракона то в руках, и что брат ее признает ее силу. Тогда да, тогда эта сцена сработает. Вот, вот такой вот сюжет. Давайте обсуждать это все в воскресенье. Я планирую вас еще послушать. Пока что у меня, вот я на этом остановился. Здесь пока что, как вы видите, ничего против вашего дела вообще нет. То есть, если мы захотим вставить, например, ее брождение по лесу, у нас есть для этого место, пожалуйста, кульминация. Она пошла отдавать себя за брата. Если общение с отцом ритуалы, пожалуйста, второй акт. Если это зло, убийство. Если первое драматизм, подготовка к похоронам ритуал, это первый акт. Ну, то есть, если кратко подвести итог того, чем мы тут только что сделали, сюжет это не только последовательность событий, это еще некоторая логика действия. И здесь, по-моему, логика хорошая. Может вы послушаете, услышите и найдете, я буду только рад, если вы мне покажете, что вот здесь нелогично. Но пока что, мне кажется, все логично. Девочка, которая хочет мира с семьей, получает сообщение от отца, который с ней не разговаривал, да? Приезжает, отец мертвый, и вокруг этого начинаются мистические события, которые заканчиваются тем, что оказывается, что дух отца-то все-таки был за нее, ее простил, ее любит, а его подставлял все это время антагонист, совершал ужасы. Вот, так что, ну, по сути, вот я это себе написал, а вам просто, ну, видите, я не подглядывал, просто пытался пересказать, воспроизвести логику, чтобы там среди ночи меня разбуди, я расскажу, в чем логика этого фильма. Такой вот я предлагаю сделать сюжет. А на следующей лекции будем разбирать, кто кого как убивает, и уже готовиться к эпизоднику и к битшиту. Вот, спасибо за внимание.